эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. День памяти и скорби отмечается в России. Цветы возложили к монументу воинам-победителям в Якутске. В Якутии площадь лесных пожаров за сутки выросла более чем на 9 тысяч гектаров. Продолжается борьба с огнем. Официальный сайт игр Манчара презентовали в Якутске. Горный улус активно готовится к спартакиаде. Сегодня вся страна отмечает День памяти и скорби. Ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Глава Якутии Айсан Николаев в своем инстаграм отметил, что 22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в истории человечества. Айсан Николаев подчеркнул, что сохранение и передача из поколения в поколение священной памяти о великом подвиге нашего народа является святой обязанностью. Якутская ССР, находясь в глубоком тылу, внесла свой достойный вклад в дело победы. На борьбу с гитлеровскими захватчиками в годы войны было призвано более 62 тысяч человек, то есть каждый 7-й житель республики. Из них не вернулись на родную землю и пали на полях сражений более 26 тысяч воинов, включая пропавших без вести. 24 якутянина были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 5 стали полными кавалерами Ордена Славы. В Якутске состоялось награждение активистов, участвовавших в установке памятной плиты воинам-якутянам, сражавшимся за освобождение Крымского полуострова во время Великой Отечественной войны. Благодарственные письма за помощь вручены директору средней образовательной школы номер 15 Светлане Горбатюк и директору предприятия «Горсвет» Максиму Машкову. С героическим Крымом у якутян особые отношения. Напомним, там есть улица Якутская, названная в честь Якутского пехотного полка, сформированного из казаков в 1854-55 годы. Я думаю, что это хороший пример той позиции, патриотической позиции, которые украшают и которые отличают эти коллективы, их руководителей. Это хороший пример того, как надо относиться и беречь историческую память, потому что историческая память народа – это есть главная основа и фундамент нашего будущего, нашего успешного будущего, свободного будущего. За сутки количество пожаров в регионе увеличилось на 11 очагов. Площадь их увеличилась более чем на 9 тысяч гектаров. На территории республики действует 51 природный пожар, за сутки ликвидировано 5. На тушение привлекалось 1531 человек и 160 единиц техники. В Сунтарском районе применялась авиация МЧС России. За сутки произведено 36 сбросов и слито 270 тонн воды. На особом контроле находятся 6 приближенных природных пожаров у населенного пункта Нюрбачан, Нижний Бестях, Арангастах, Мар, Ударник и Белькачи. А недалеко от села Бор-Сысы Момского района находится под угрозой из-за лесного пожара линия электропередачи. Сообщается, что огонь повредил несколько опор. Для проведения восстановительных работ на место направлены ремонтные бригады энергетиков. На данный момент жилые дома и социальные объекты села обеспечены электроэнергией в полном объеме. Отмечается, что огонь удаляется от населенного пункта, однако угроза для линии сохраняется. В случае ухудшения ситуации в селе имеется резервный источник электроснабжения. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Аймиконском районе в связи с пожароопасной ситуацией. Там зарегистрировано 8 термоточек. Крупный очаг находится в 9 километрах от райцентра. Горит лес на площади более 1900 гектаров. Предположительная причина возникновения пожара – короткое замыкание линии электропередач. Проводится мобилизация населения. Очаг пожара сильно большой стал. Без срочного пала не обойтись. Сил и средств на данный момент пока хватает. Режим ЧС объявлен в районе. Сегодня с Якутска выехала машина с 20 десантниками главного учреждения Якутского спецресурса.
Инспекторы ГИМС МЧС России провели патрулирование акватории города Якутска на реке Лени. В ходе мероприятия проведена проверка судоводителей маломерных судов на предмет соответствия судоводительских и регистрационных документов, исправности и технического состояния маломерных судов, наличия спасательных жилетов и спасательного инвентаря, а также соблюдения допустимого количества людей на борту. Кроме того, работники МЧС России напомнили судоводителям правила перевозки пассажиров. В ходе патрулирования нами было выявлено нарушение по части 1 статьи 11.8 КоАП РФ, а именно управление гидроциклом без нанесения регистрационного номера. На нарушителя составлено постановление по делу о административном правонарушении. Стоит добавить, что нами также была проведена профилактическая работа с отдыхающими на берегу реки. Особое внимание нами было уделено детям. Отметим, что в ходе рейда мы стали свидетелями массового выхода отдыхающих горожан в несанкционированных местах для купания, что опасно для жизни. Особое внимание сотрудники ГИМС также обращают на детскую безопасность. В общеобразовательных учреждениях Нюрбинского района и в летних лагерях они проводят профилактические мероприятия «Дни безопасности». Ребятам напомнили, что правила поведения у водоемов важно соблюдать в любое время года. Показали, как пользоваться средствами спасения в случае чрезвычайных происшествий. Проведение таких мероприятий позволяет сформировать у ребят сознательное отношение к вопросам своей и общественной безопасности и как правильно организовать свой отдых у водоемов. В конце окончания учебного сезона ходили по школам и объясняли детям, это было не лишним дополнить детям, рассказать о том, как себя вести на воде в летний период. А такие выезды, такие выходы с детьми на берег именно, они способствуют укреплению всего, закреплению знаний по безопасности. К другим темам в Якутцементе начали выпускать сваи длиной до 15 метров. Производство в предприятии налажено с 2018 года. Ранее выпускались стандартные сваи длиной от 8 до 12 метров. Более протяженные сваи понадобились для строительства второй очереди Якутской ГРЭС. Подробности смотрите в сюжете Виолетты Засимовой. В Якутцементе изготовление свай происходит опалубочным способом, то есть в специальную форму заливают бетон, он застывает, и вот вам готовая свая. Для производства сваи длиной до 15 метров с Республики Крым заказали 2 автономные вибро-термоформы. Они универсальные стенды, в которых заливаешь бетон, там же вибрируешь, и там же термообработка проходит. Форма сама нагревается, для него есть крышки тоже нагреваются. Закрываем, и в термосе они находятся. Более протяженные сваи начали выпускать для строительства второй очереди Якутской ГРЭС-2. Поступил большой заказ на 8000 единиц. Сваи изготавливаются из сульфатостойкого бетона. Потому что соленые грунты обычным цементом нам сваи делать нельзя. А такой цемент только мы сами производим. А поскольку мы производим сами плиты, взялись за этот заказ, в течение 2 лет мы должны поставить 8000 штук свай, в основном 12-метровые и 15-метровые 800 штук. На заливке первой 15-метровой сваи присутствовал генеральный директор группы компаний «Восток-цемент», в состав которого входит и Якутцемент. Любые начинания наших компаний, наших партнеров, если это ведет на выздоравливание экономики территории, нашей экономики, мы всегда только поддерживаем. Помимо изготовления свай, на базе Якутцемента также выпускают дорожные и аэродромные плиты. Данная продукция использовалась в различных проектах. «Сила Сибири», реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта города Алекминск, строительство мостовых переходов на автодороге Вилюй и так далее. Этой весной стало известно, что продукция Якутцемента также будет использоваться при возведении Ленского моста. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. За минувшие сутки в республике зарегистрировали 92 заболевших коронавирусом. Об этом в ходе брифинга сообщила замруководителя оперштаба региона Ольга Балабкина. Так, в Якутске 57 инфицированных, еще по 4 случая зарегистрировали в Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Вилюйском районах, по 3 в Алданском, Амгинском, Татинском, Усть-Алданском, Чурапчинском и Эвено-Бытантайском.
Также по 2 человека заболели в Намском и Сунтарском районах. Единичный случай зарегистрирован в Хангаласском районе. Полный курс вакцинации в Якутии прошли 155 971 человек, в том числе 35 876 лиц старше 60 лет. Использовано более 90% от общего объема вакцины, поступившей в республику. Ольга Балабкина напомнила о том, что были установлены сроки проведения вакцинации на территории республики. Для предприятий и организаций города Якутска и Мегино-Кангаласского улуса определен срок 1 июня. Для предприятий и организаций других районов – 1 июля. Только вакцинированные спортсмены допускаются на игры Манчары. Сейчас большинство участников получили вакцины против коронавируса. Их количество составляет около 64%. Остальные 20% атлетов являются несовершеннолетними. Допустят их только по итогам анализов. Также утвержден санитарный протокол, согласно которому и проведут спартакиаду. В стороне от вакцинации не остались и девушки-масс-рестлеры. Наша съемочная бригада сегодня побывала на их тренировке. Спортсменки начали интенсивную подготовку с января этого года. В день они занимаются более 2 часов, где выполняют разного вида силовые тренировки на стадионе «Юность» города Якутска. Все девушки привиты и с волнением ждут спартакиаду. Занимаюсь спортом уже 4-й год. Я в этом году выполнила мастера спорта России. Да, волнение у меня есть. Спорт – это моя жизнь, моя семья спортивная. Мы с ранних лет занимаемся спортом. Мой отец мастер спорта по масс-рестлингу, Дмитриев Федор Николаевич. Мои братья тоже мастера спорта. Вот мы втроем будем участвовать в играх Манчары. Официальный сайт игр Манчары под названием mancharaGames.ru презентовали сегодня в Якутске. Он создан московскими разработчиками. Его стоимость составила около 1 миллиона рублей. Сайт состоит из 8 разделов. Это главное, где указана официальная дата и место проведения мероприятия. Также вкладки об играх, состязания, участнику, медиа, программа аккредитации и контакты, где для пользователей размещена вся необходимая информация об играх и история предыдущих соревнований. Веб-сайт с удобным интерфейсом соответствует современному требованию и как никогда уместен в ковидное время. Для этого специально создана вкладка обратной связи. Сайт, я думаю, получился очень удобный. Все начинают со дня, начиная открытия и возрождения игр Манчары 1968 года. Вот эти данные, история, это все тоже включено. И все тоже, все содержательно внесено. И думаю, что мы сейчас будем еще наполнять данные игры. Данный сайт не только будет разовым, то есть на эти игры, которые предстоят, и будет дальше уже представлять сами игры Манчары. На этом вся информация к этому часу. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.